Сухумской 10-й городской школе врачи Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Российской Федерации осмотрели уже более 300 школьников. Медики выявляют у детей возможные проблемы со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи. Впервые выявленные есть заболевания, так и дети уже с поставленными диагнозами, есть дети, которые уже наблюдаются у нас в центре. Соответственно, мы даем какие-то рекомендации. Рекомендации, если необходимы какие-то оперативные вмешательства или стационарное лечение, все рекомендации даются, все записывается в карту и отдается в поликлинике по месту жительства. Дальнейшая будет связь с родителями и дальнейшее обследование этих детей до обследования или проведения необходимого лечения. Перед началом диспансеризации берут общий анализ крови и мочи. Затем с результатами анализов школьники идут на осмотр к узкопрофильным специалистам – хирургу, педиатру, урологу, офтальмологу, эндокринологу, психиатру, кардиологу и другим. Это со стороны офтальмологии, лор-патологии, есть со стороны эндокринологии заболевания. Достаточно выражено. Очень выражен это дефицит железа у деток. По анализу крови мы обращаем на это внимание. Но все рекомендации будут даны. Диспансеризация помогает своевременно выявлять и предотвращать возможные заболевания у школьников. Она проводится бесплатно на добровольной основе с согласия родителей. Все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья детей. В каждом возрасте есть свой набор самых частых заболеваний. Если речь идет о подростках, то это часто варикоцеле. Это патология, которая может привести к бесплодию. Поэтому обязательно всем мальчикам нужно обследоваться у уролога. В целом очень здоровые мальчики. Видно, что за ними следят. Возможно, даже раньше осматривали. И патологий в целом не очень много. Несколько генетических аномалий мы выявили. И также проблемы с почками буквально у 2-3 детей. Психическое состояние осмотренных детей удовлетворительное, без каких-либо тяжелых нарушений, отмечает врач-психиатр. Если говорить о грубой психической патологии, то пока я ее не видел, и я думаю, что, наверное, я ее и не увижу. Потому что все-таки это общеобразовательная школа, а лица, которые обладают грубой психической патологией, это специальные коррекционные школы, а здесь общеобразовательная школа. Я думаю, что, наверное, в этой школе я их не встречу. В основном у детей младших классов, это 1 и 2 классы, это нарушение звукопроизношения, нарушение речи, то есть они не выговаривают какие-то буквы. Здесь надо немножечко проявлять бдительность родителям, и некоторые родители думают, что пойдет в детский сад, научится говорить, пойдет в школу, научится говорить, а все-таки надо, если у ребенка есть такие проблемы, надо все-таки самим заниматься, обращаться к логопеду, а не ждать, когда он сам научится. В принципе, грубых нарушений речи я не видел. Конечно, дети выправляются в процессе обучения, но лучше бы, чтобы это было пораньше. Масштабная диспансеризация школьников проводится на основании договоренности Минздрава Абхазии с Российской Федерацией. Диспансеризация охватит не только городские, но и отдаленные сельские школы по всей республике. Ожидается прибытие 2-й бригады медиков из России. Всего планируется приезд от 5 до 7 врачебных бригад, работа которых будет осуществляться до конца учебного года. В состав бригад включены и абхазские специалисты. Аля Катрапшка, Мила Джопа, Абхазское телевидение.